Приехала из Казахстана. Если в Казахстане есть независимая судебная система и у граждан есть право на справедливое судебное разбирательство, может господин омбудсмен, господин Ластаев и делегация Казахстана ответить на вопрос всем, почему? Первое. Почему в Казахстане есть политические заключенные? Сейчас их 23 человека. Где беспристрастность суда от политического заказа? Второе. Почему два лидера политических партий находятся под арестом? Это Марат Джаланбаев и Нуржан Альтаев. А третьему лидеру Демократической партии Казахстана Жанбулату Мамаю суд запретил писать книги, считая это политикой. Где независимость суда? Третье. Почему журналистка Айгерим Тлюжан, осужденная на 4 года, не может участвовать в зале суда, а другой журналист Думан Мухаммед-Карим ждет суда за свою активную гражданскую позицию? Почему наши судьи боятся принятия неудобного решения для Ак-Орды? Четвертое. Почему казахский суд осудил Аслана Утепова на 7 лет за борьбу с наркотиками? При этом суд не учел ни одного ходатайства, ни его адвоката, ни самого подсудимого. Почему сейчас в суде активист-блогер Нурлан Ханатов с отчаянием взывает к полному и объективному судебному разбирательству? Пятое. Почему наш суд отправил в тюрьму на 5 лет Доната Намазбаева до публикации в социальных сетях, а художник Даурен Макин осужден на 7 лет за свои мысли и свободу вероисповедания? Где право на справедливое судебное разбирательство? Шестое. Осужден активист за земельные вопросы Карасай Аширбеков. И суд не увидел всю сфабрикованную фабулу дела, где спецслужбы использовали провокацию как секс с женщиной. К сожалению, такие провокации с неугодными становятся нормой в Казахстане. Седьмое. Почему наш самый гуманный суд делает преступниками активистов Казиева и Еркына? Кылышева Кайрата ожидает суда Симбай Аскар. Почему наши суды не пользуются доверием общества? В Казахстане есть группа «За справедливость», которые долгие годы поднимают вопросы коррупции в судах. Наши суды не имеют репутации общества. Квалификация судей вызывает много вопросов. Самое главное, что никто из нас от казахского суда не ждет верховенства права и эффективной защиты основных прав и свобод человека. Именно такие реалии с судами в Казахстане. И я прошу ответить делегацию Казахстана и господина Ластаева всем нам почему. Спасибо.